Мониторинг цен показал следующую динамику. По состоянию на февраль на прежнем уровне относительно первого месяца года остались цены на такие продукты, как мука пшеничная высший сорт, рисовая крупа и хлеб черно-ржаной и ржано-пшеничный. А вот белый хлеб из пшеничной муки подешевел на рубль, как и гречневая крупа. Дешевле на 2 рубля стали свинина, изделия колбасные, вареные и кефир. А вот сырокопченые колбасы подешевели на 5 рублей, как и мясо кур и вода питьевая столовая. На 11 рублей дешевле теперь можно купить килограмм творога, а сливочное масло обойдется вам дешевле аж на 15 рублей. Все остальное в разной степени подорожало. На рубль дороже теперь можно купить макаронные изделия, мороженую рыбу и поваренную соль. На 2 масло подсолнечное рафинированное, сахар, песок, рыбу соленую и рыбные консервы, сметану и питьевое молоко, свежий картофель и яйцо столовой первой категории. Разница в плюс 3 рубля у капусты свежей белокочанной и апельсинов, плюс 6 морковь столовая свежая, плюс 8 сыр твердых сортов и говядина, дороже на 9 рублей лук репчатый свежий, свежие яблоки и бананы, на 10 рублей свежие томаты и сладкий перец. Увеличение стоимости на 15 рублей претерпели колбасы варено-копченые, копченая же рыба и мандарины. Целых 50 рублей добавилось к стоимости свежих огурцов и винограда, а самое большое повышение цены наблюдается в разделе чай черный байховый, что особо удивительно. Что ж, конец зимы действительно удивил, теперь посмотрим, что же принесет нам весна.